Бахтияр Иванович, расскажите о ваших ощущениях в связи с назначением на такую высокую должность. Для вас это было ожидаемо? Ну, если говорить о том, что, конечно, назначение для меня явилось большой неожиданностью, конечно, я не был готов к тому, что меня назначат на столь высокую должность. Но решение Рамзана Ахматовича, оно не обсуждается. Там, где он считает, что я буду более полезен, там, в принципе, я готов работать. Не имеет значения, что это за работа будет. Ну, конечно, я не был готов к тому, что я буду назначен на такую должность, и тем более на столь высокую должность и значимую в республике. Моя душа находилась где-то на полях сражений, и, естественно, я ни в коей мере не думал оказаться в гражданской жизни в столь быстром периоде, в столь короткое время. Какие фактические направления будет курировать организация под вашим руководством? Что ожидать жителям республики? Надо отметить, что Совет Безопасности Чеченской Республики является постоянно действующим совещательным органом, обеспечивающим подготовку решений главы и правительства Чеченской Республики по вопросам обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, определяющего факторы, представляющие угрозы интересам личности, общества Чеченской Республики в области экономической и общественной безопасности. То есть в свете вот этих вот функциональных обязанностей, которые возлагаются на сам Совет Безопасности, на меня как секретаря этого совета, конечно, менять какие-то условия, как говорится, работы самого органа или вводить что-то новое, тут, в принципе, до меня уже установлены, значит, все нормы, правила, права, которые должны быть вообще в моей работе, в моей деятельности. Единственное, просто на усмотрение главы республики, естественно, мы будем где-то, как говорится, дорабатывать работу самих комиссий, которые в составе этого Совета Безопасности, и будем смотреть, что нам нужно сделать для того, чтобы наша работа, она приняла, чуть-чуть обороты такого характера, чтобы работа самого совета, она была более эффективной. Вот сама суть только в этом и заключается. И установка главы республики тоже заключается только в том, чтобы мы усилили работу самого совета и, по сути своей, ничего нового, наверное, из-за того, что я назначен на эту должность, вряд ли там я тоже смогу внести в данный совет. Цели глава республики передо мной поставил те же самые, наверное, как и перед предыдущими руководителями, которые были до меня, усилить работу непосредственно Совета Безопасности Чеченской Республики, сделать весь максимум, чтобы работа данного совета, она пошла на пользу жителям Чеченской Республики, и, естественно, чтобы Совет усилил работу по основным критериям и направлениям, которые являются жизненно важными для самой республики и для жителей нашей республики. Какие задачи из поставленных вы начали решать на данный момент и какие, на ваш взгляд, являются приоритетными? Я не могу сказать, что я уже начал решать какие-то сверхзадачи. Надо отметить, что в данном Совете Безопасности в общей сложности 12 комиссий, и каждая из этих комиссий ведет свою работу по направлениям. Значит, единственное, на данный момент я нахожусь в стадии изучения всех материалов по направленности каждого из этих советов, которые есть, то есть каждой из этих комиссий, которые есть в составе непосредственно совета, и изучив эти все комиссии, работу этих комиссий, будем смотреть, что мы можем, как говорится, максимально сделать для того, чтобы усилить работу нашего Совета Безопасности. Обращение, единственное, что я могу посоветовать жителям нашей республики, максимально придерживаться всех норм и законов, и нормативных актов, которые по сути своей нам дают как права, так и саму ответственность, которая должна наступать с тем, что мы будем получать какие-то права от государства. Естественно, каждый житель должен, как говорится, на себя брать точно так же и ответственность за исполнение этих, как говорится, прав, данных нам государством. Поэтому я могу только посоветовать, чтобы все соблюдали
все законы и нормативные акты, которые мы, по сути своей, как граждане Российской Федерации, как граждане Чеченской Республики, должны соблюдать. И, естественно, самое важное, я считаю, что мы должны прежде всего оставаться, каждый, как говорится, в своей религии, соблюдая ее. Каждый из нас должен оставаться сыном или дочерью своего народа, оставаясь в традициях наших народов, которые проживают на территории нашей республики. И, естественно, наше добрососедство и само по себе, разумеется, значит, патриотизм, который мы должны растить в себе и в своих близких. Тем более нынешние времена, как мы с вами знаем, очень тяжелые. Идут очень тяжелые события на полях, как говорится, сражений России с блоком НАТО. Поэтому мы, как патриоты нашего государства, должны максимально приложить усилия, все наши усилия для того, чтобы наша молодежь, жители нашей республики, чтобы они оставались патриотами нашего государства и поддерживали это государство, так как государство само по себе на данный момент мы можем отметить, что за историю нашего народа, наверное, сегодня и государство, и руководство государства – это самые отвечающие требованиям нашим национальным, традиционным, как говорится, за всю нашу бытность. Поэтому и мы, в свою очередь, должны быть благодарны как руководству государства, так и руководству республики за то, что они дают нам возможность находиться в наших традициях, обычаях, в религии. То есть я считаю, что это тоже, опять же, с нашей стороны является своего рода ответственностью за эти блага, которые нам даны Всевышним посредством этого руководства.